Так, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я приветствую всех. Рад очень видеть вас, что тут люди заходят и заходят. Кстати, Джон Ратия Гамарджоба, добро пожаловать. Так, во-первых, что я хотел сказать. Я слежу за комментариями, что пишут люди, и внимательно читаю, учитываю ваше мнение. И ваше мнение для меня, который ведет этот канал, который открыл этот канал, очень важно. И мне бы самому даже очень хотелось бы задавать вам вопросы, узнать ваше мнение, что вы хотите, как вы хотите и так далее. Так вот, что я хотел, во-первых, сказать, пока люди тоже собираются. Тут задают такой вопрос, поднимают такую тему. Почему только здесь на этом канале больше видео Аслана Масхадова, президента Чеченской Республики Ичкерия, а нету других? То есть как бы в основном только про Масхадова. Но я к этому, ко всей этой работе, да, подхожу как гражданин своей республики, как ваш брат, вот, и пытаясь так подходить более аккуратно, то есть свое личное я как бы оставляю, то, что он мой отец, вот. И мое мнение вы должны знать, что я не такой человек, который, как вам сказать, выкладывал бы свое личное, там, восхвалять и так далее. Нет, я не такой человек. Так вот, дело в том, что все это время, пока он был жив, Аслан Масхадов, я работал на него, то есть я возглавлял информационно-аналитический центр при президенте, был директором этого информационно-аналитического центра, а также был его специальным представителем по особо важным поручениям. И поэтому мне приходилось больше вот работать с этим материалом, который я получал от него. Но для меня все лидеры, которые отдали свои жизни в борьбе против оккупантов, во имя Аллаха, за свободу своего народа, они для меня одинаковые. Так вот, Джахар Дудаев, Зелимхан Яндарбиев и все другие, Абдулгалим Садулаев, пусть помилует их Аллах, Аллах Балдольси Масира. Вот, хотел сначала это сказать. Сейчас я быстренько посмотрю, что вы написали. Еще раз приветствую. Так, Василий Долгтрев, добрый вечер. Здесь Бакар Исаев, здесь, как сказать, уже не до архивных видео, потому что в последнее время много дат таких. Вот, к примеру, буквально недавно я выставил видео про Хасавюртовские соглашения. Это очень важная дата в истории российско-чеченских отношений, в истории войн, сопротивления чеченского народа российской агрессии. То есть в этот день, 31 августа 1996 года, был подписан этот важный документ. То есть можно даже сказать, что это была победа над российской армией. Я не скажу российского государства, там, потому что мы воевали не против как бы народа, государства. Да, там, конечно, на нашу землю пришло это государство устанавливать свой мир, но наше отношение было совсем иным. Нам даже было жалко тех, которые пришли нас убивать, понимаете? Вот. Мы отдавали пленных,
с пленными относились хорошо, вот, в отличие от российских генералов. Вот по этим датам работаю в последнее время. Поэтому с архивными видео пока я, скорее всего, подожду. Джон Ратия, спасибо, брат, спасибо. Валейкум ассалам. Так вот, чуть погодя, после основной темы, нас тут уже почти 200, я хочу подойти к более важному такому вопросу, к такому факту, который вы никогда не слышали. То есть я хочу это озвучить. И этим хочу показать отношения чеченских лидеров, отношения чеченской стороны, которая сопротивлялась российской агрессии. И я это чуть позже сделаю. Так. Так вот, я хотел бы вернуться к этой дате, как я сказал в начале. Сегодня 3 сентября, вот, и 3 сентября 2004 года, как мы все знаем, были убиты дети в городе Беслан, в той школе, которую захватили в тот день в Беслане. Мы, конечно же, против таких актов и сожалеем, что такое произошло. Вообще без разницы, где такое происходит, мы против этого. И в первую очередь, в очередной раз, как я каждый год это делаю, мы приносим свои соболезнования тем людям, у которых погибли родственники, дети. Война — это трагедия, но и эту трагедию не описать короткими или вообще словами, когда убивают детей. Это самый варварский шаг, можно сказать. Там погибло много людей, как мы знаем, и много детей особенно. И российская власть отдала приказ на штурм этой школы. Дала приказ на штурм этой школы. И есть даже ссылки на то, что российская власть также и организовала эту акцию. Потому что нам это было абсолютно невыгодно, и даже речи не может быть, потому что, если вспомнить события 2004 года, чеченские вооруженные силы проводили мощные, успешные операции в то время. То есть с сопротивлением у них было все нормально. И им даже в крайнем случае не пришлось бы совершать такие акции. Но это было нужно российской стороне. Чтобы обвинить чеченскую сторону в терроризме, в убийстве детей. То есть они заранее уже знали, к чему идут, то есть российское руководство, что детей убьют, и эти дети, заложники, были обречены. И никто не смог бы помочь. Не смог. Вот. И еще раз от своего лица, от лица всех нас, чеченцев,
еще раз приношу соболезнования. Я знаком с некоторыми людьми из города Беслан, даже встречался, приходилось встречаться несколько раз, разговаривал с ними, разговаривал во время конференции, и были другие встречи. И мы обсуждали все эти события. И они рассказывали, что российский спецназ начал штурм. Это они начали штурмовать школу. То есть даже не те, которые находились внутри, были виноваты в том, что произошли первые взрывы. По школе стреляли танки, и первые выстрелы были из огнеметов «Шмель», из крыш домов стреляли. И как потом рассказывали на российских телеканалах, там это преподносилось как, что вот чеченцы, которые захватили заложников, стреляли по спинам выбегающих из школы детей. Это тоже неправда. Первое, как рассказывали сами свидетели, я сам лично так тоже общался, встречался, разговаривал. Они рассказывали, что все пулевые ранения были с лицевой стороны. Вот. Это первое. И второе, что я хотел бы сказать, не только чеченцы были в этой школе. И третье, там находились те люди, которые должны были в то время сидеть в тюрьме. То есть их выпустили. И я помню тот случай, и вы тоже, наверное, помните, когда Руслан Аушев, бывший президент Республики Ингушетия, зашел в школу, он обратился на нашем языке, на ингушском, на вайнахском. И некоторые даже не поняли, что он говорит. Вот такая ситуация там была. Я помню еще один сюжет из российских новостей, когда диктор показывает баскетбольное кольцо и говорит, вот то самое баскетбольное кольцо, в котором находилась самая мощная бомба, и которая упала и взорвалась. Даже если бы там такое произошло, то от баскетбольного кольца ничего не осталось бы. И второе, те бомбы, которые показывали нам, в них находились электрические детонаторы. То есть замыкаешь, взрывается, и от падения там эта бомба не может взорваться. То есть врали от начала до конца, от количества заложников, от как бы требований и как это все происходило. И сейчас я хочу просто дать послушать мнение в то время, именно в сентябре, записанное в сентябре 2004 года, мнение нашего президента Аслана Масхадова. Я вам дам сейчас послушать. Сейчас я пройдусь по вашим комментариям. Рашид Шайхуддинов, там ясно и понятно, что в Беслане виновата российская власть. Даже матери Беслана выходят с футболками «Путин, палач Беслана». Да, Путин палач Беслана, Путин палач России. По его приказу взрывали дома в России, чтобы обвинить в этом чеченцев. По его сценарию, приказу происходили события в Дагестане, что бы там ни говорили. И много что позже, что происходило и в самой России, и в соседних республиках. Вот эти теракты, вот эти акции происходили с указания руководства России.
те самые события в Грузии, в Украине. Это виновники сидят в Кремле. Извиняюсь. Джон Ратти, а ты вот интересная мысль ты пишешь. По поводу Беслана мне лишь непонятно, почему осетинские мужчины молчат и не задают вопросы силовикам. Почему они начали штурм? Это уже очевидно. Ну ладно, мужчины, но почему молчат лидеры, и бывшие, и настоящие чиновники, политики в Осетии? Почему они не спросят? Они же знают эту правду. Вот именно про это я тоже сейчас дам вам послушать. Во-первых, кто-то там говорил, выступал с российской стороны, а там постоянно льется эта дезинформация, обвинения в адрес чеченцев, что вот, мол, Аслан Масхадов в то время не принес соболезнования, например. По этому поводу я хочу дать послушать его. По поводу трагедии в городе Беслан. Да, это трагедия, это кощунство. Подобные методы ничего общего не имеют с борьбой чеченского народа и чеченских маджахедов, потому что этому нет оправдания. Я и маджахеды, которые с оружием в руках воюют против оккупационных войск, мы все до глубины души возмущены этим фактом, выражаем искреннее соболезнование родственникам погибших детей и близких. И также приносим свои извинения осетинскому народу. Независимо, кто взял или кто возьмет на себя ответственность за эту трагедию, независимо, были там чеченцы или нет. То есть это доказывает, что эта запись была сделана еще до того, что когда кто-то взял на себя эту ответственность. Я не верю, что и в то время не верил, и сейчас не верю, что это сделал Басаев. Там, да, он взял на себя эту ответственность. Потом уже буквально год через год, примерно так, он сказал все-таки правду. Вот. И российская сторона обвиняет даже нашего президента Аслана Масхадова в том, что Аслан Масхадов планировал эту акцию. Это, конечно же, неправда. Это были не его методы, он такие методы не поддерживал. И из этого разговора можно понять, что он даже не знал, кто там захватил этих заложников, то есть чеченцы или не чеченцы, может русские, может еще кто-то. Вот. И в то время, я как вначале сказал, я был его специальным представителем по особо важным поручениям. И я также занимался его связью с людьми, можно сказать, с миром. То, что он мне присылал, я отсылал другим. То, что ему присылали, я посылал это нашему президенту. То есть связь проходила через меня и его помощника. Так вот, в этот день они связались, то есть Масхадов связался с нами, и чтобы передать им такую информацию, что он готов выехать в Беслан. Если
российская сторона даст минимальные гарантии безопасности. То есть это, как сказать, в один конец. В один конец. Если Россия даст эти минимальные гарантии безопасности. И он указал нам, чтобы мы это быстро распространили посредством массовой информации, и мы разговаривали потом с Ахмедом Закаевым, звонили ему, потом он связывался с Засоховым, а также связывался с Аушевым, потом он обсуждал этот вопрос с Анной Политковской и так далее. То есть все делалось для того, чтобы донести это до России. То есть чеченский президент готов выехать туда, если Россия даст минимальные гарантии безопасности, что она не сделала. И по этому поводу я тоже опять хотел бы дать послушать запись. Секунду. Я хорошо знаю, лично знаком с президентом Северной Осетии Засоховым. Это уважаемый человек, честный человек, трезвомыслящий политик. Он бы никогда не отдал начать штурм школы. Ни при каких обстоятельствах. И я уверен, что он не отдавал такой приказ. И не был согласен с теми, которые начали этот штурм. 3 числа, день штурма, утром мой представитель Великобритании Закаев разговаривал по телефону с Засоховым. Мы были уверены, что начнутся переговоры, что мы сможем выступить посредниками, хорошо зная Россию, российских руководителей, методы спецслужб России. Мы и готовы были, и в том числе я, рискуя нашими жизнями, выступить посредниками, спасти этих детей. И был уверен, что мы сумеем это сделать. Вот, ну это буквально вот подтверждает то, что я сейчас говорил. Я знаю, где он в тот момент находился. Он был в пути, чтобы не терять время, если все-таки Россия даст эти минимальные гарантии безопасности. То есть наш президент, он двигался в сторону Осетии, но не успел пересечь даже границу Ингушетии, потому что в то время шла война, как вы знаете, блокпосты, везде дислокации российских оккупантов, и там машина не поехать. Вот. Далее, то, что вначале я говорил, тут кто-то писал, вот именно, Джон Ратти и писал по поводу Беслана, мне непонятно, почему осетинские мужчины молчат. Как раз я дошел до этой записи. Дам ее послушать. Секунду. А когда в самолете отравили Анну Политковскую и арестовали Бабицкого, уже было понятно, что будет силовое решение. Поэтому, по-моему, главное слово за президентом Северной Осетии Засоховым. Он должен сказать правду. Он должен открыть глаза своему народу, родственникам погибших. Кто отдавал приказ? Значит, что кто виновен в гибели сотен детей? По-моему, на это у него хватит смелости и разума. Также я призываю своих братьев осетин, не поддаваться провокации, не верить в ложь и обман российских спецслужб, российских политиков. Нам нечего делить. Мои братья, уже налицо идет настоящая травля. На юге Осетии идет травля
осетин и грузин. И на Северном Кавказе уже идет травля, особенно после этой трагедии, осетин, ингушей и чеченцев. Я думаю, что и народ Осетии, и народ Чечни, и народ Ингушетии, и народ Грузии, мы не дадим себя обмануть и увидим своего главного врага в лице России. Да, интересно, вот момент, вот как раз это и есть, можно сказать, Джон Рати, я к тебе обращаюсь, ответ на твой вопрос, да, вот именно нужно иметь смелость, чтобы говорить правду. В первую очередь это должны сказать люди, которые имеют какой-то авторитет в Осетии, например. Это чиновники, это лидер, вот. Они должны это сказать. Они. А простых людей там никто не слушает. Мы это видим. Мы это видим. И второй момент в этой записи, что мы не должны поддаваться провокациям. То есть он даже перечисляет вот эти народы. И это такая же ситуация есть и сегодня. И чеченцы, и ингуши, грузины, дагестанцы. Вот все наши кавказские народы, они стравливаются между собой. Это делает Россия, чтобы создавать вот такую обстановку накаленную, чтобы можно было в любой момент зажечь какой-то огонь на Кавказе. Да, такое происходило. И появляются сегодня такие горе-умники, аналитики, которые вот как-то подстрекают, может, многие, не понимая, делают это, ведутся на провокации, но они должны понимать, что если мира на Кавказе не будет, у нас будут проходить такие акции, может кто-то прийти, там, спокойно начать войну у нас. Ну, между собой имеется в виду. Как это Россия свободно делала у нас на Кавказе. То есть мы не должны вестись на эти провокации российских спецслужб. Вот. И в тот день, 3 сентября, когда Аслан Масхадов через нас обратился к России, к мировому сообществу, озвучил свои предложения, что он готов поехать в Осетию, добраться до Осетии, если Россия даст минимальные гарантии безопасности. И знаете, что потом произошло? Потом российские спецслужбы замешкались, в спешке начали делать такие шаги. Они захватили всех родственников Аслана Масхадова. Это, получается, с моей отцовской и материнской линии. Всех. И стариков, женщин, детей. Их держали в Ханкале, в каких-то бараках. Было холодно, потом знаю рассказы своих родственников, как они провели тогда то время в этих сараях. Так вот, это делалось для того, чтобы как бы нажать на Масхадова, чтобы он каким-то образом не очутился в Беслане, в Осетии. Ну, так, и потом они, российские спецслужбы, начали этот штурм. Вот. Как я говорил ранее, выстрелами из огнеметов и танков. Сейчас я дам послушать запись, где он говорит именно про это. Российские спецслужбы устроили такой спектакль. Взяли в заложники всех родственников Масхадова, в том числе детей, женщин, посадили их перед телевизорами
чтобы они примерно сказали следующее. То есть все они просят Масхадова, чтобы он освободил этих детей в Беслане. То есть это все делается для того, чтобы простые люди подумали, что действительно там Масхадов руководит, что он это узаконил или это все делается по его приказу. Вот. Но это не так. Вот. По-моему, никто этому не верит, потому что это слишком наивно и в первую очередь показывает некомпетентность российских спецслужб и их беспомощность. Если действительно российским руководителям так сильно хочется, чтобы я руководил подобными терактами, по-моему, им не повезло, им это не удастся. Я не умею это делать. И мой менталитет не позволяет мне даже адекватно перейти к подобным методам. То есть он говорит, что его менталитет не позволяет даже адекватно перейти к подобным методам. Имеется в виду, что российские оккупанты, эти варвары, убили более 42 тысяч чеченских детей под бомбежками, артобстрелами, расстреливали прямо во время зачисток. И как бы в отместку он даже вот в этом случае не может такое сделать. Нигде. Затем, после этой темы я хочу рассказать то, о чем я говорил. То есть у меня здесь в этом эфире две темы: Беслан и вот это новая шокирующая новость или факты. Вот. Сейчас я после этой темы обязательно вернусь к этому. Далее, опять же, я хочу дать послушать, у меня здесь несколько вырезок из его разговора. Я хочу, чтобы вы послушали о причинах таких трагедий. А их было несколько таких массовых захватов заложников, где обвиняли чеченскую сторону. Кто бы там за этим не стоял, просто дам послушать, как и что он говорит в то время. Я бы хотел сказать правду, которую и сегодня, по-моему, все боятся сказать в глаза. Где причины, где корни подобных трагедий. Я постараюсь их перечислить. Первая и, по-моему, главная причина — это продолжающаяся человеконенавистническая, варварская политика России на Кавказе по отношению ко всем кавказским народам. Вторая причина — это смена власти в России и приход к власти президента Российской Федерации на крови собственного народа и на крови чеченского народа. Третья причина — это продолжающаяся война в Чечне. Война, которая не имеет аналога по своей жестокости, то есть геноцид над этим народом. Последние 5 лет все чеченские дети, весь народ Чечни находится в заложниках, и они испытывают на себя государственный терроризм со стороны России. Четвертая причина — это болезненная амбициозность президента Путина, по-моему, доведенная до невменяемости. Кто увидел лицо Путина, когда ему задают вопрос, связанный по Чечне, о чеченцах, по-моему, не дадут соврать. Его игра в рейтинге, по-моему, дошла до того,
что обесценена кровь не только чеченцев, но уже, по-моему, даже грудных детей в Осетии. Вот, то есть он перечислил причины этих трагедий. Следующий момент, у меня сейчас будет последняя запись, которую я дам послушать. Так вот, Россия всегда обвиняла чеченцев в том, что чеченцы виноваты в том, что начинались такие войны, что есть очень странно, что виноваты лидеры чеченского народа, которые допустили такую войну, а их было несколько в последнее время, одна-две. То есть они прямо обвиняют Джохара Дудаева в начале Первой войны и обвиняют затем Аслана Масхадова в начале Второй войны. То есть хоть виноват Кремль, хоть Кремль планировал эти войны, навязывал эти войны, но они взваливают эту вину не то что даже на чеченских лидеров, но даже на чеченский народ. Сколько много было заявлений в адрес чеченцев, что вот они бандиты, они террористы, вот надо их там сжечь, убивать, всех выселить и так далее. Мы помним эти громкие заявления. Так вот, опять же, дам послушать последнюю запись, где он говорит именно про то, что чеченские лидеры были против этих войн, были готовы к миру любыми способами, пойти на любые уступки даже в свое время, чтобы не допустить эту войну. И да, сегодняшние пропагандисты тоже подхватывают вот эту версию, скажем, кремлевскую спецслужб России и пытаются как-то в своих передачах обвинять и Джохара Дудаева, и в последнее время они все больше обвиняют Аслана Масхадова, что вот они допустили войну. Вот, по этому поводу я хотел бы дать послушать запись. Джохар Дудаев говорил перед Первой войной: дайте мне 30 минут времени поговорить с Ельциным, и войны не будет. Мы договоримся. Он сумеет убедить Ельцина. Ему этого не дали. Началась война. И первого президента Чечни Джохара Дудаева убили. После Первой войны мне хватило 30 минут времени убедить президента Российской Федерации Ельцина подписать с ним исторический договор. Договор о мире и о принципах взаимоотношений между Россией и Чечней. Во время второй встречи в августе 1997 года мне хватило 30-40 минут времени практически убедить президента Российской Федерации подписать документ о взаимном признании. Полномасштабный договор. Но нам этого не дали. В начале этой войны в Назране, в кабинете бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева, мы предложили бывшему премьеру России Путину встретиться. И я уверен, мне хватило бы 30 минут времени убедить этого человека не начинать эту войну, что это бесполезно, что это позором обернется против России. И я смог бы убедить Путина, что те, которые пошли на Дагестан, они не в восторге от этого. Никто их не оправдывает. Даже те, которые сегодня с оружием в руках воюют против России. Но Путину нужна была война. Эту войну он получил. И теперь мы повторяем. Нам достаточно 30 минут времени, чтобы встретиться двум президентам и остановить это кровопролитие. Остановить эту войну. Договориться. Остановить терроризм. Кровь и страдания людей. Но говорит об этом бесполезно. Мои аргументы
То есть мои амбиции заключаются только в одном — гарантии безопасности чеченского народа. И больше ничего. В остальном во всем я готов уступить в пользу России. Но от первого я никогда в жизни не отступлю. Я еще раз повторяю, нет никакого международного терроризма, нет никакого влияния, нет никакой интервенции, это все выдумки, это ложь, это обман. Вот это была последняя запись. Последняя запись. И сейчас, раз уж я об этом говорил, я хотел бы показать пару фотографий, если у меня сейчас получится, которые были сделаны во время встречи с матерями Беслана, как говорят, у них организация есть. Вот, то есть это матери тех детей, которые были убиты. Это все на той встрече. Я еще раз повторюсь, еще раз приношу всем свои соболезнования от своего имени, от нашего имени. Трагедия, эту трагедию не описать словами. Действительно, мать есть мать, мать — это святое. Дети тем более. Дети тем более. И никто не имел права захватывать, заигрывать, скажем, даже ради каких-то любых интересов жизнями, вот, рисковать жизнями этих детей. Никто не имел такого права. Никто не имел. Теперь, как я обещал, я вернусь к тому, что было сказано. Сейчас, секунду. Два очень интересных факта. Так вот, это было в 2004 году. Как я сейчас не буду называть эти имена. Сейчас, секунду, я отвечу на ваши вопросы. Пока я их просто не смотрю, я хочу это все высказать. Так вот, в 2004 году через помощника нашего президента Аслана Масхадова, то есть с этим помощником президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова связался один человек. Он предлагал такой вариант. Вы сейчас удивитесь. Он предлагал такой вариант, что есть какие-то люди, которые имеют финансы на все это. И если Масхадов согласится на это, то есть он предлагал такое, он показывал этому помощнику президента Чеченской Республики Ичкерия, такой материал. Секунду, меня тут перебивают. Вот он пришел к этому помощнику и показал такой материал. Будь это видео, будь это фотографии, без разницы. Там были изображены такие контейнеры. То есть несколько контейнеров. И что там внутри находится, как по его рассказам, якобы находится радиоактивное вещество. Или отходы, или вещество.
Так вот, и предлагают вот такую версию. Что есть люди, которые отвезут это большие города России, слушайте внимательно, большие города России и установят все это в крупных метро этих городов, больших городов России, и затем предъявят ультиматум Путину, то есть руководству России, остановить войну Чеченской Республики Ичкерия. То есть все это как бы по их планам делается должно делаться от имени Масхадова. Вот. И они потом как бы по его рассказу предлагают такое, что могут взорвать один такой контейнер, то есть показать серьезность этого ультиматума. Серьезность ультиматума. И я просто сейчас коротко к концу подойду, что было дальше. Конечно, это не произошло. Все это было неправдой. Даже я помню, как наш президент очень хорошо отчитал своего представителя за то, что подпустил даже таких людей к себе. Очень сильно отчитал его, поругал, прямо сказать. И даже помню слова, которые сказал ему. Я сам слушал эту запись. Вот. Что ничего там внутри нету, что они могут, да, там как бы установить эти контейнеры в метро. И все это задумка спецслужб России. То есть в очередной раз они хотят подставить нас, всех чеченцев, объявить нас в этом, обвинить нас в этом. Конечно же, Масхадов никогда не согласился бы на это. И даже сказал, что я сам это все слушал, и сказал, что там что будет? Они установят, например, пустые вот эти контейнеры в этих метро, и потом российские спецслужбы якобы провели успешную, блестящую операцию, они нашли эти контейнеры и обезвредили их. И потом они нашли след, и это сделали чеченцы. То есть Масхадов даже сразу понял, что это неправда, что это в очередной раз пытается обвинить чеченцев. Вот таким грязным методом. И знаете, что такая же попытка была повторена, сейчас я дату даже постараюсь вспомнить, это было осенью 2005 года. Такое же было предложено следующему президенту, то есть после убийства Аслана Масхадова вместо него стал исполняющим президента Чеченской Республики Ичкерия Абдулхалим Садулаев. Так вот, к нему такое же было передано, и Абдулхалим, опять же, как его предшественник Аслан Масхадов, тоже послал этих людей куда дальше. Отказался, сказав, что это не наши методы. То есть, опять же, поругал своего представителя тогда. Вот что я хотел сказать про эти методы. То есть российские спецслужбы использовали все эти грязные методы, чтобы где-то как-то обвинить чеченскую сторону в чем-то. То мы, как бы чеченцы, имеем связь с Аль-Каидой, то они виновны в трагедии в Беслане, в убийстве детей, хотя это не так, хотя там очень много вопросов, где можно найти след этих российских спецслужб. Вот смотрите, они не гнушатся, вот российские спецслужбы даже вот
жизнями детей, жизнями своих граждан. Вспомните случай, когда они убили своих граждан в 1999 году, чтобы начать войну и чтобы привести к власти Путина. То есть человека, который потом убьет большое количество людей, и своих, и других. Вот что я хотел сегодня сказать в основном. И сегодня это касается не только чеченцев, а также всех других, всех соседей России. Мы должны быть бдительными, и хотел бы украинцам сказать, сегодня они в состоянии войны с Российской Федерацией. То есть, чтобы знать их методы, учитывать их методы российских спецслужб. Вот. Я так сжато старался это рассказать, не подетально, но, скорее всего, мне придется потом отдельно сделать видеозапись, и, наверное, так я и сделаю, о том, что я говорил сейчас, более чуть подробно. Я просто боюсь из-за того, что вы пишете, и я вам не отвечаю, мне как-то неудобно перед вами. И следующий момент. Вы помните, сейчас такая дата, у кого-то там где-то какие-то выборы, в кавычках, очередное, не очередное, а то же самое марионетки. Так вот, сегодня они пытаются строить, да, я сейчас вернулся к нашим баранам, если что. Они, конечно, лепят там из ничего, пытаются вылепить героя, как я говорил это ранее. Помните, во время таких же событий в Москве, в Норд-Осте, во время захвата заложников, когда Маусар Бараев, который руководил этим отрядом, который захватил заложников в Норд-Осте, он предъявил такое, что если туда придет Кадыров, то он выпустит столько-то заложников, которого он держал там, в этом здании. И он знал, Маусар Бараев и другие люди знали, что Кадыров в то время находился в Москве. И что потом произошло? Этот герой в кавычках, он взял первый самолет и улетел в Грозный. То есть, как говорят, соскочил. Да. Улетел. А сейчас из него строят героя. Я смогу сказать про героизм Руслана Аушу, например, да, который действительно пошел, не боясь ничего, зашел в эту школу, вывел оттуда заложников, помог этим заложникам, к примеру. Я могу сказать про героизм нашего президента, к примеру, Аслана Масхадова, который был на пути в Осетию, который, зная, он сам даже в этих записях сейчас говорил, что, зная, что мы рискуем, мы шли туда. Вот где героизм. От опасности не бегут. В таких случаях имеется в виду. То есть Кадыров хотел обезопасить себя, а вдруг, если Путин как бы его направит туда, или там ему придется туда пойти, то есть он боялся этого момента. Он улетел из Москвы. Вот. И еще раз вернусь к тому, как вы видите, они создают фильмы, пропагандистские всякие
и пытается распространять такую ложь, что вот наши лидеры, чеченские лидеры, были террористами, они виновны в войне, они виновны в гибели людей и так далее и тому подобное. И я сейчас вам дал услышать мнение нашего лидера в то время, во время войны. Это были обычные люди, которые сделали все, чтобы не допустить эти трагедии или войны. По-любому, как я всегда говорю, война была бы навязана. В любом случае, мы не смогли бы ее избежать. Да, появляются умники, там скажут, что вот, если бы не события в Дагестане и так далее, а взрывы домов в России, например, Басаев что, взрывал дома в России? Нет. Тогда же выявили, вот буквально за руку схватили, остановили этих агентов спецслужб, которые планировали взрывы домов в России. Вот. То есть все это было заранее заготовлено, приготовлено еще с 96-го года. 6-го года. И вот, как я запланировал, я хотел бы сказать еще, добавить такую деталь. Как я сейчас говорил, Россия, их пропаганда, их СМИ обвиняют в этом нашу сторону, чеченскую сторону, в этих терактах и так далее. Вот. И что самое удивительное даже, вот, они даже умудрились обвинить Аслана Масхадова, нашего президента, в подготовке таких терактов, как, скажем, в Беслане, в Норд-Осте, захвате заложников, и даже события в Дагестане 1999 года. То есть в этом они даже вот так бессовестно, они попытались, и не то, что попытались, они открыто обвиняют Аслана Масхадова в этом, что он организовывал, что он планировал. И в связи с этим, то есть они ссылаются на это, они не выдают его тело для захоронения. То есть мы тела террористов не выдаем, поэтому мы не отдадим его тело. Хотя по сегодняшний день ничего не доказано. Не доказано. И нет у них таких фактов. Нет. Чтобы была какая-либо там причастность к этим актам, к этим акциям. Вот. Это было основное, то, что я хотел сказать. Дальше я вернусь к вам. Я читаю ваши комментарии. Ингуш, ты пишешь, Масхадов бы не вернулся уже, если бы доехал. Ну, он сам и говорит.
мы знали, что мы рисковали. Валикум салам, Фарид Юсуфов из Дагестана. Баст. Чеченские народные герои, в частности шейх Мансур, Байсангур Биноевский, Таймин Бейболт, Адин Сурхо стремились создать Чечню в сегодняшнем ее виде. Заявил, я это так серьезным видом читаю, заявил Кадыров сегодня. Брат, это не их герои. Их герои — это Шаманов, Пуликовский, Куликов, кто там еще. Все эти летчики, которые бомбили чеченцев. Путин их герой, Ельцин их герой, Сталин их герой. Кто там был у этого? Статую показывали, я даже имена их забыл. Было бы хорошо, если бы я и этих тоже забыл бы. Барашек наших. То есть это не их герои. Они не имеют права называть их своими героями. Вот посмотри, какое прекрасное имя, да, вот было дано нашему аэропорту. Аэропорт имени шейха Мансура. Наш национальный герой. Не то, что герой чеченцев, а герой Кавказа. Нет, они убрали это имя там, сейчас как они назвали, ну, как они еще назовут, да? Ахмад и Сила. Это не их герои. Василий Долгтрий. Вот именно, вернемся к нашим баранам. Как я не хотел с ними связываться. А вот именно Латифа Идрисова, у Алханова, вот, ну я говорю, вот я даже имена стал забывать, но это к лучшему, мне легче будет. Лица помню, имена забываю. У Алханова стояла статуя не Сталина. Не Дзержинский был, нет? Кажется, Дзержинский был, не помню. Ермолов тоже их герой, да, вот пускай там Псковский десант их герой, памятники ставят. Магомед Пугоев, Алла Рейсуль Сулаш, Масана Дуэн, Алла Герч. Ларису. Так. Hamzat Gilaev. Selam ساتسيات بوا والله سعيد حجم وخشام قاعد دايس وين شادك دوتش وول شا سواريو شا مواتر ستستيحو شا مواتر تاق جيم صوبري خلامي قردون صوبر جو ديكوميون أحسلام لله وعليكم السلام. Краснодар что-то там писал про прививку. Очень все хорошо, не беспокойтесь, все нормально. Джахар Дудай, алхамдулилlah, все хорошо.
Кавказ, вот именно бараны сами напросились. Ну, я со своей стороны сделал все, чтобы, ну, даже направлял их, ну, учите законы, учите, ну, это же вообще невоспитанные люди. Ноль воспитания. Они не могут, не умеют даже разговаривать, вести себя, сесть, не то что сесть даже, и даже кушать не умеют. Вот. И мы что-то пытаемся объяснить им. Объяснить. Похоже, не получится. Александр Болотов, Пуликовский герой далеко не для всех. Он потерял сына на войне. Но в 94-95 году он потерял столько народа и с той, и с другой стороны, что стыдно его вообще упоминать. Ну да, я помню, его сын погиб, был убит возле села Озоны. Мне кажется, при нападении на блокпост это было. В 95-м году, что ли? Если не в 96-м. Шортико. Батальон Шамиля Басаева в 90-е годы воевал бок о бок с русскими на стороне Апсуа против грузин в Абхазии. И не только батальон Шамиля Басаева, там еще были ополченцы Радуева. Ваша оценка этому факту? Я не знаю, про Радуева в то время никто и не знал. Я это первый раз слышу. И, ну, брат, представь такую ситуацию, да? А вдруг я там, да, например, принимал какое-то участие. Если бы я принимал в то время участие такое, я бы просто спокойно, наверное, извинился бы вот так вот перед тобой или перед людьми, сказал бы. Вот. Было бы хорошо, если бы я не принимал такого участия в каком-либо конфликте на Кавказе. Вот что я хочу сказать. Это прошлое. Отодвиньте, наконец, это прошлое. Живите настоящим и думайте о будущем. То, что ты сейчас говоришь, это выгодно тем, которые начали в то время войну. И которые виноваты в других войнах на Кавказе и вокруг Российской Федерации. То есть нам не надо вестись на эти уловки. Вот такое у меня мнение. Ты мне брат. Мне любой кавказец — это брат. Я хочу, чтобы вот это братское отношение у нас было на Кавказе, чтобы мы не позволяли заигрывать нами. Вот. Мы же видим, что происходит вокруг. Хамзат Гилавин Собри Усобая. Собр Дикумеон, Собри Халарволион. Валикум ассалам. Мирослав Романкив. Валикум ассалам. Мирослав. Правда ли, что Кадыров отправил на Донбасс своих боевиков против Украины? Спасибо. Я знаю, что да, действительно, он отправлял своих людей туда. Но то, что сейчас, я не в курсе этого. Имеется в виду на сегодняшнюю ситуацию. Я просто не слышал об этом. Не слышал. Сейчас, секунду. Так.
Но в чем, Мансур, когда изменится власть в России, Анзор, как ты думаешь, когда при каком случае изменится власть в России? Ну, побыстрее бы, что-то задержались. Вот. Задержались. Но после ухода Путина все изменится в России. Ну, я очень на это надеюсь. Салман Радуев, Александр Болотов. Салман Радуев — это зять Джохара, да, я знаю, я его знал лично. Он в нашем доме бывал. Но никогда не слышал, чтобы он участвовал в войне где-то на Кавказе. Это я первый раз слышу. Чабуарс. Анзор, скажи правду, осетинский ОМОН участвовал с федералами против чеченцев? Ответ: да, участвовал. Участвовал. И что, к примеру? Какая разница, это осетинский ОМОН или там российский ОМОН? Это же все равно российский ОМОН. Это Россия. Это российские военнослужащие или там спецслужбисты, милиционеры. То есть сам вопрос даже некорректный. Это мы вешаем какие-то вот такие названия, ярлыки даем там, вот, дагестанский ОМОН или чеченский ОМОН или осетинский ОМОН. Нет. Кому этот ОМОН подчинялся? Российским оккупантам. Хасан Усмеев, какое должно быть граница между ингушами и чеченцами? Никаких, брат, никаких. Я вообще избегал, не хочу сказать избегал даже, просто не хотел трогать эту тему, обхожу вот эти вопросы, потому что ничего хорошего это не принесет нам, обсуждение вот этих вопросов. Если сегодня кто-то будет делить эту землю, то это получается, что там подписываются документы, какие-то документы с марионетками Кремля. То есть, когда этих марионеток не будет, то и будет, скажем, Ичкерия, то придется все это перерассмотреть, понимаешь? Пересмотреть в том плане, чтобы больше после этого никто не поднимал такой вопрос о границе. Я хочу этого, я хочу этого. И как я тебе сразу сказал, я не хочу, чтобы какие-либо границы у нас были. Когда они у нас были? Во время войн у нас этого не было. Ингуши нам братья, чеченцы братья ингушам. Вот что я могу сказать насчет этого. Нам надо делать то, что Аллах нам говорит. Собри, халби, злой. И не вестись на провокации всяких там подстрекателей. Ва алейкум салам. Артур Пирожков, скажите, пожалуйста, а кто для вас русские? Ну, если русские, которые живут на территории Российской Федерации, то есть это соседи. А если русские живут на территории моей республики, то это сограждане, скажем так. У нас такой вопрос против нации, против народов никогда не стоял. Да, хотя там говорят, поднимают разные громкие такие темы, геноцид русских в Чечне.
даже книги писали, и фильмы там делали. Это все неправда. Это все задумка российских спецслужб, чтобы стравить эти народы, чтобы оправдать свои потом действия на территории Ичкерии, то есть эти бомбежки, скажем, зачистки, сотни тысяч людей они убили. Из них более 42 тысяч детей. Вот. То есть они пытались оправдать свои эти действия, убийство чеченского народа. У нас вполне нормальное отношение ко всем национальностям, ко всем народам, без разницы, к какой религии человек относится. Анзор, расскажи подробно о бомбежке села Замаюрт, если знаешь. Ну, такие конкретные подробности я сейчас не могу рассказать, но я знаю, о чем ты говоришь. Это было в начале Второй войны. Это первые обстрелы Замаюрт, вот, приграничных с Дагестаном сел они бомбили, артиллерия, авиация. А затем, как мы все помним, они начали бомбить Веденский район. Затем они начали бомбить, обстреливать даже ракетами земля-земля, город Грозный. Сколько было жертв, например, при ударе этими ракетами по удару, когда они нанесли удар по рынку, по больнице, по родильному дому, по мечети. Сотни людей уложили в тот день. То есть это начиналась война Путина. Война Путина. Под громкими такими заявлениями мы пришли бороться с террористами. У меня есть эти видеосъемки, я просто не могу из-за политики Ютуба выкладывать тут на канале вот такие ужасы. Вот. Есть такие видео. И сейчас у меня перед глазами вот эти трупы людей, эти бомбежки. Александр Болотов. В советское время мы все были товарищи, а люди, живущие на Кавказе, были друзья солнечного Кавказа. Потеряли, очень жаль. Говорят, нет лучше, чем друга, чем чеченец. Нет хуже врага, чем чеченец. Ну да, мы хорошие враги и хорошие друзья, надежные друзья. С нами лучше дружить, как говорят. Насчет советского времени. Хорошо, что это время ушло. У кого-то там появляется ностальгия по этому времени. А что там хорошего было на самом-то деле? Полный контроль, ну, много чего такого. Я даже помню, коснусь чеченцев, как нам запрещали говорить на нашем родном языке. Строить мечети запрещали. Ну да, церкви тоже в то время когда-то запрещали в России. Но я не хочу, чтобы это время возвратилось. Я хочу, чтобы все народы жили так, как они хотят жить. То есть, чтобы их оставили в покое. Чтобы у каждого народа были гарантии безопасности. Ротфронт. А что хорошего теперь? Ничего хорошего нету, конечно. Нету. Ни в России, ни в других республиках.
ничего хорошего нету. Тот же криминал, громкие преступления, и давление, диктатура. Вот что там есть, беспредел. Люди просто выживают там. Выживают и в самой России, и в разных республиках. Выживают. И я знаю, и это знаете вы, что люди пытаются выехать, покинуть Российскую Федерацию, потому что там нет жизни. Там нет жизни. И как говорили наши лидеры, Путин сегодня добивает эту Россию. Добивает. Ничего хорошего там не произошло. То, что там не говорят, что Россия встает с колен, что-то не видно. Она не то, что с колен не встает, она просто упала. Как ты? В Норвегии есть дагестанцы? Не видели? Я знаю, что есть таких, как бы особо контактов нет у меня и времени нету. Но дагестанцев в других государствах я знаю, у меня есть связи, у меня есть контакты. Name Walaikum salam warahmatullah. Lele marshal hawwa marsh. Дику алхамдулилlah, дику. Да, что алхамдулилlah. Фарид Юсуфов. Я уверен, вы помните Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне. Так вот, он несколько раз со мной связывался, мы разговаривали. Я помню его слова. Как вы знаете, это бывший работник КГБ, потом ФСК, потом ФСБ, но потом уже начал работать, проводить работу против этой самой грязной системы. Вот он как раз говорил, ты пишешь, Путин лично под себя подмял Россию. Он мне такие слова сказал. Знаешь, Анзор, Россия правит мафия. Вот действительно, Россия правит мафия. Там нет прав, там с людьми не считаются, там все подмято под Путина. Ингуш, не отвечая на вопрос в Норвегии или в Австрии, вопрос может быть не про дагестанцев, а про пребывание, то есть про место. А я не скрываю. Норвегия. А что, от кого-то должен бегать? Так не получится. Кинг, вот, подожди-ка секунду, мне интересно. Мелкий босс, чуть подожди, я потом вернусь к твоему вопросу. Кинг, валикум салам, ты пишешь, ты у меня везде в рекомендациях. Осталось заняться дизайном канала. Кстати, про дизайн. Было бы хорошо, если бы кто-то помог бы мне, скажем, и с дизайном, и с графикой вообще здесь на канале. У меня действительно не хватает и времени, и просто не успеваю. У меня много чего связано с этой деятельностью, с этим проектом. То есть много работы. У меня, например, чтобы сделать одно видео, мне пришлось, я помню,
работать целую неделю, день и ночь, день и ночь. То есть мне приходится пересматривать все записи, чтобы найти один там кадр, который просто пару секунд, например. Мелкий борс. Анзор хочет дать само что ваша, ну, как я ранее сказал, Тайвархду Олхац. Шадышки ему добрый. Натаниэль Бампо. Как погиб твой отец? Он был убит утром 8 марта 2005 года. И был убит в то время, когда он объявил о мире и приостановил все боевые действия на территории республики в одностороннем порядке. И он обратился к руководству России, что чеченская сторона готова к миру. Вот. И что президенту, то есть Масхадову, подчинились даже самая радикальная часть, радикальное крыло чеченского сопротивления. Вот. Конечно, это было невыгодно, и российским спецслужбам удалось найти его локацию, и они его убили. И по сегодняшний день они не выдали его тело, объявив виновником во всех террористических акциях, хотя там никакой вины не было, наоборот, он призывал к миру, как вы все знаете. Вот. Анзор, все-таки за что Кремль начал обе войны? От ненависти, зависти к чеченцам, либо от геополитических интересов? Ну, там разные факторы, разные причины. Скажем, первая война в России, в руководстве России был круг людей, которые планировали эту войну. То есть воинственно настроены были против чеченцев. Несмотря на призывы Джохара Дудаева, нашего чеченского руководства, они, ну, скажем так, они хотели вернуть контроль над нашей республикой. А то, что там говорят, что это все это из-за нефти, из-за чеченской нефти, это неправда. У них своей нефти и полезных ископаемых девать некуда. У них нетронутые леса, нетронутые горы, то есть у них этих запасов полно. Там нефть не виновата. Да, кто-то, если там сделал деньги на этой нефти, то это какие-то там чиновники или там российские генералы. Вот. Вторая война, как мы знаем, в России вот-вот должен был умереть президент, то есть в возрасте больной Ельцин. Это одна причина, то есть смена власти. Ее надо было сменить в 1999 году. Затем вторая причина начала Второй войны – это реванш, месть за позорный проигрыш Первой войны. То есть, когда они еще не вышли с территории Чеченской Республики Ичкерия, они в то время заявляли открыто, их генералы, их политики, скажем, Лебедь, 50 тысяч волкодавов, кто там еще был, Говорухин, тоже, который вообще ненавидел чеченцев, Лукин и многие другие, там Жириновский хотел ядерную бомбу сбросить на чеченцев. Вот какие интересы. Месть. Вторая война как месть. И привести к власти Путина. Самая лучшая причина того времени была, конечно же, использовать вот такой вариант. Взорвать свои дома, обвинить в этом чеченцев, затем
устроить этот спектакль в Дагестане, хотя местные группировки начали там войну, они не обвиняли своих местных, а обвинили Басаева, который пришел на помощь. То есть обвинили потом чеченцев. Вот такие причины готовились, обвинения. Секунду. Фарид Юсуфов, только геополитика думали в Кремле, я лично уверен, мы им как люди не нужны. Конечно, как люди мы им на Кавказе не нужны. Кавказ — это действительно такое место, где есть интересы больших стран, не только России. Все заинтересованы Кавказом. И Россия, в первую очередь, Россия боится единства этого Кавказа. Будь это единство, то единый уже Кавказ не позволит с собой заигрывать. Вот чего они боятся, вот почему они забрасывают такие уловки, провокационные вопросы с землей, межнациональные такие вопросы. Все это провокации, чтобы мы не были едиными. Вот чего боятся в России. Music Master, ты тоже в Швеции? Бываю в Швеции. Нет, я в Норвегии. Я в Норвегии. У Говорухина сына ранили в Чечне, без ноги остался. Если бы не лез на чужую территорию, то не лишился своих конечностей. Дома надо сидеть, а не становиться оккупантом. Кинг, еще раз. Спасибо, Баркала, что ты предлагаешь свою помощь. Мне это очень приятно. Да, действительно, мне сегодня эта помощь нужна, но я просить тоже как-то не хочу тоже, потому что и неудобно просить помощи, стараясь пробиваться сам во всем. Но ты пишешь, с оформлением я могу помочь, да и ранее предлагал. Ну давай вернемся к этому вопросу и обсудим его. Вот. А так помощники нужны не только в дизайне, там, графическом или видео, и по другим вопросам тоже. Если мы сделаем, то мы можем сделать все вместе. Все вместе. Вот это пространство, это не мое личное. Я здесь хайп не ловлю, я какой-то славу не хочу, я куда-то не стремлюсь. Я просто делаю то, что в моих руках. Иду следую. Так что, Кинг, свяжись со мной, поговорим.
Так, валейкум ассалам. Адам Чечен, ты пишешь, Салаш, надо переходить к диалогам идеи объединения Кавказа. Надо создавать единый фронт. Я не хочу, чтобы мы здесь к чему-то кого-то призывали. Надо в первую очередь победить себя внутри. Есть такие вещи, которые мы должны убрать из себя. Поумнеть и задуматься о будущем народа и вообще Кавказа. Хамзат Гилаева, Салам, Сусейн, Бех, Бултурбех, Бехкан Чултя. Валейкум ассалам. Юхайгал Бурдукайс. Салам, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хамзат Гилаева. Вот именно Proud Eagle. Единый Кавказ — это всем кость в горле поперек. Ну вот, об этом я и говорю. Будет Кавказ единым, никто не посмеет с нами заигрывать. Но давайте идти к этому. Хватит уже и обсуждения, к чему, каким-то реальным шагам. Хватит этих ошибок, которые были совершены в нашей истории, нашей общей истории. Давайте учиться на ошибках. Если и я это делаю, то я не хочу, чтобы мы попусту как бы говорили. Хватит уже говорить, надо действовать. Ну вот именно, убить дракона надо в себе, Ротфронт. Вот этот дракон, который там внутри находится, он нам мешает. Это гордыня, это высокомерие. Я пытаюсь успевать за вашими вопросами. Салман, валикум салам, саламашов из аварии. Лейлер Саламашур, валикум салам, Салаш. Геймел Феймел. Валикум салам, брат. Знаю Photoshop, немного HTML, веб-дизайн. Трехмерная графика, Анзор, чем я могу помочь, иншаллах. Я бы сейчас сказал бы, но на публику тоже не хочу говорить некоторые вещи, но можно обсудить. Можно обсудить. Тоже свяжись, обсудим. И еще зависит от места твоего проживания. Кавказ, хорошо, чтобы ты подметил. Все, кто предлагает помощь, отпишитесь в комментариях. Ну вот именно в комментариях, а потом уже решим, где можно это обсудить, на какой платформе. На какой платформе. Но
реально помощь нужна. Если я даже это вам не говорю, то вы сами тоже должны понимать, что эта помощь необходима от вас. Просто я действительно просто не в состоянии все это делать. А так у меня проектов очень много. Как сказал мой знакомый норвежец, ему было под 90 лет, он сказал: креативность у тебя на большом уровне. Василий Докторев, бюро открыть, да? Да нет, при чем тут это? Альтаир Карагандинский, ты тоже свяжись со мной. Есть такая тема, да, есть. Ну, ты понял, о чем я. Альтаир Карагандинский, тоже свяжись в комментариях, напиши, потом можем обсудить. Абдулмалик Нохчо, валейкум салам. Прокомментируй, как наш избранник попал, любимый президент попал этим варварам в плен. Я на этом канале много раз говорил, потому что люди часто задают этот вопрос, как это все произошло. Наш президент живым к ним в руки не попадал и не попал бы, потому что все было обдумано, даже крайние мелочи. Он сделал все для того, чтобы не попасть к ним в руки живым. Даже в тот день они использовали газ, специальный газ, и это им не помогло. Не помогло. И еще раз подчеркну, да, там некоторые любят говорить, что это произошло не 8 марта, это произошло 7, 6, это, и вообще это не там произошло, а произошло в другом населенном пункте, просто тело привезли, туда положили и сняли на камеру. Нет, это не так было, неправда это все. Это версии такие. Потом еще один чудик, Баран, сказал такую версию, что виноват Басаев. Это Басаев его подставил. Вообще абсолютно чушь была. Все это неправда. Это произошло в Толстой юрте утром 8 марта. Была перестрелка, в него попало 5 пуль с разных сторон под разными углами. Он живым к ним в руки не попадал. Они даже не разговаривали с ним. Не успели. Allah razı olsun diyorsun. Mesela olay. Alhamdulillah ve iş şort bolşu. Анна Зеленская, как с вами связаться? Ну, у меня есть Инстаграм, у меня есть Фейсбук. Я напишу в комментариях под этим видео свои контакты. То есть, как я сейчас сказал, давайте работать вместе. Мне реально сегодня нужна ваша помощь. Вот я сейчас прямо открыто говорю. Все это время я как-то стеснялся, не хотел этого говорить. Все это на своих плечах таскал. Давайте все это вместе делать. Кто как может. И мы большего добьемся. Я еще раз повторяю, я тут хайпа не ловлю, славы не хочу, и чего-то там своего личного у меня тут нету и не добиваюсь. Все хочу, чтобы подрастающее поколение потом ссылались на эти материалы, чтобы они их изучали, чтобы они это видели, чтобы другие люди сегодня смотрели, видели, выявлять их ложь пропагандистов. Вот чего я хочу. Я не такой человек, чтобы опускать уровень вот этого канала и целей, и задач
на какой-то низкий уровень, чтобы все это опускать, всю эту работу, там, к оскорблениям, к каким-то обсуждениям кого там, ну, вы сами понимаете. Так, привет, Казахстан. Бармалеев, Карабас, я тоже люблю рыбалку. Меня просто потащили туда. Мне неудобно было перед ними, там, вот, поехать, отдохнуть, рыбалка. Я говорю, у меня полным-полно работы, оставьте меня работать. Нет, 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 ты должен. Отвезли туда. Валейкум салам, ва-рахматуллах. Бергман, валейкум салам, брат. Телеграм Юханзо просто для контакта с тобой. Если нет, может заведешь просто для принятия информации. Если честно, я просто не доверяю Телеграму. Не доверяю. Не доверяю. Я лучше оставлю здесь в комментариях контакты, свои контакты, где вы можете связаться со мной. И я со своей стороны вот прямо вот так открыто могу сказать, что все то, что вы скажете мне, будь ваше имя, место или что-то еще другое, более важное, например, это во мне и останется. То есть можете доверять. Василий Долгтрев, приезжайте в Норвегию. Ну, я к тому сообщению, где вы пишете, Анзор, большая просьба, хоть один ролик в месяц на природе для позитива. У меня то же самое просит мой знакомый. Приезжайте в Норвегию, вместе с ними на природе ролик. Ну, может, я не спорю, что Telegram безопасный, может он безопасный, я просто не знаю, не уверен. Не уверен. Просто его так раздули, разрекламировали, что вот, это самая безопасная вещь такая. Нет сегодня такой безопасной вещи на сегодняшний день. Нету. Просто не существует. Алана Алиева. А что означает название канала? Низам, да? Низам, channel, означает, слово низам означает дисциплина, закон. Вот. В Турции это арабское слово, которое используют. И мы это, чеченцы, тоже используем, говорим низам. То есть то, чего не хватает в построении государства, например. Низам, ну, дисциплина везде может быть. То есть зачем мне это объяснять? Абу Марьям, Анзор, пока вы живы для кадыровцев, вы как кость в горле. Убить вас, как Ямадаев, пока они не могут, так как народ может стать. Ну, все в руках Аллаха, Аллахи. Сейчас я не любитель таких громких изречений, призывов о небоязни и так далее. Но просто я их обсуждать не хотел и не хочу. Потому что наш враг это то российское руководство, я не говорю российский народ или русский народ, российское руководство, которое принесло нам, навязало нам войну,
которая, убивая своих граждан, навязала эту войну нам, поставила вот этих, о ком ты сейчас говоришь, я даже их имена не хотел называть. И какой-то вражеской стороной я их даже не считаю, потому что это, ну, марионетки, куклы, халуи, больше ничего. Наш враг вот в Кремле, который создает проблемы не только на Кавказе, но и в Украине, в Сирии и других местах. Везде успели нагадить. Кавказ Баркал, что ты напоминаешь насчет отписаться в комментариях? Ну, правильно. Хамзат Гевайла свою. Безопасно только в могиле, да. Все мы туда попадем. Но как мы туда попадем? Это тоже вопрос. Кто-то попадет туда, будучи предателем, который стал рядом с убийцами своего народа, что очень мерзко. А кто-то попадет туда несломленным. Несломленным. Баст-Анзор, можно тебе скинуть видео из архива. И куда скинуть? Ну, ты лучше свяжись со мной. Свяжись со мной. Я еще раз повторюсь, я тут оставлю свои контакты. Свяжись, обсудим. Есть много вариантов, чтобы, не теряя качества, куда-то залить это видео на надежный источник, всеми известный какой-нибудь найти, и туда залить видео. И желательно, чтобы оставить то качество, которое оригинальное качество. Тарих, валикум салам. Брат, вот ты пишешь, был бы рад увидеть ролик про быт чеченского сопротивления. Как питались, лечились, предметы первой необходимости. Ну, те видеоматериалы, которые можно выставлять, я выставил. Да, у меня есть и другие материалы. Там из-за политики Ютуба, из-за их правил они не пропустят такие видео. То есть как им приходилось лечить эти раны, То есть без уколов, никакого наркоза, ничего не было. Действительно, эти наши братья, придет время, покажем все. Их быт, как ты сказал, во время войны, это тяжело даже описать, в каких условиях они находились. Там не было больницы. Ну, представьте, вот что мы вытворяем, да, будучи сегодня в мирной жизни, когда, например, зуб болит, да, это невыносимая боль, а там и этого не было. Пример, это самая мелочь, скажем так. А если там раны, то еще сложнее. Ксения Сан, скажите, пожалуйста, вы же
понимаете, что войну начали бандиты и власти в России, для которых что русские, что чеченцы всего лишь гои. И чем дольше гои убивают друг друга, тем лучше. Ну вот именно. Им-то и все равно погибает русский, погибает чеченец, ингуш, дагестанец, украинец. Им без разницы. Им без разницы. Лишь бы продвинуть свои интересы, прийти к власти, думает о своем состоянии, как бы наживиться на чужом горе. Они с этими жизнями людей не считаются. Вот в этой передаче, в этом эфире, вначале я рассказывал, как Путин просто взял, спланировал и убил детей ради того, чтобы обвинить в этом чеченцев. И им надо было изменить кое-какие законы в самой России. Вот, что они потом и сделали. Вот такие цели они перед собой ставили. Или тот же 99-й год, когда они взорвали свои дома, своих граждан, русских. Ну, там, конечно, не все русские, наверное, были. Вот, принесли в жертву ради того, чтобы обвинить в этом чеченцев, навязать войну чеченцам, вторгнуться на территорию Чеченской Республики Ичкерия, начать войну, самую жестокую, варварскую, и прийти к власти. КМС Вольник. Аминь, Аллах. Аминь. Василий Докторов, не нужна сейчас война, Россия рушится, это очевидно. Но мы противники войны, чтобы где-то люди страдали, будь это чеченцы или другие. Мы к этому не призываем, мы призываем к миру. И дай Всевышний, чтобы везде был мир, и чтобы, наконец, в России пришли или хотя бы очутились каким-то чудом, не знаю уже, люди, которые будут задумываться над своим народом, вот, решать их проблемы, а также искать хорошие, нормальные, искренние отношения со своими соседями, а не идти к ним с войной, с конфликтами. Антонио Тасс насчет, а что вы будете делать, если вместо Путина придет другой Путин, а вместо чудика придет другой чудик. Будете ждать еще 20 лет. А вот дело в том, что мы уже 20 лет больше ждать не будем. Не будем. Сайд Хусейн Магомадов. Валикум салам, алхамдулилlah, все хорошо. Живы и здоровы. Кар лурдац. Я кар лурдац. Афганистан 24. Валикум салам. Анзорвай хабаш льюич ашья Талибан утулам бэх. Ву тумсо ву мысли сама ву шохалах дольч вейк елурьер Талибан хабаш льюич айч хуман ниссам лурдац. Дела саваш махчимата айлус. Еще очура арболара цан хуман арбойлыш дүйцега американский эскарду.
Sağımın er boylaş. Sağ otsqom qaqiyatti iş boylabats. İş boylabats. Qım da satsa oqo tanki tan vertolyot titan işler tatsel bol yaşlats. Amat Orhumun şihanyo. Mun şihanyo tak. When ta nodek hudu ve vesh nis celowe. Tadoa dona tahum ve khitsalur da specialish dochi. Senache when churu yochum schwarzedach ve gerjöle galut shi halch rahleton chakbelch. Üç yo yeriyor. Santi above везу. Самш сахитмаш были. Так, мы, кажется, здесь уже давно. Вы, наверное, устали. Нами да борца боруя. Эльдар Набиев, у них совести нету. Сейчас просто не буду называть фамилию, но все понимают, о ком я говорю. Была бы совесть, они не делали бы то, что они делают сегодня. Доброй ночи. Димин, вы Беслан прокомментируйте. Я прокомментировал про Беслан. Как эта передача закончится, вы можете вначале посмотреть все это. Но если у вас есть какой-то вопрос по этому поводу, то задавайте. То любой вопрос я отвечу. Но сейчас я уже как бы иду к завершению, потому что мы тут давно. Сейчас я отвечу, просмотрю последние сообщения, потом пойдем. Александр Болото, если вы вернетесь домой, я вас приглашаю в гости в Кисловодск. Я был в Кисловодске, но если вернусь, и я не знаю, когда это будет, все в руках Всевышнего, ну, я вас тоже приглашу. Димин, хорошо тогда.
А вы пишете, я сначала посмотрю. Ну, я постарался сжато, но фактами рассказать про эти события. Потому что в основном мы знаем, что там произошло, количество тех захваченных людей, сколько там погибло. Но я тут рассказал про те как бы странности, почему до этих событий оружие было в том спортзале, находилось, кто туда его привез, как люди, которые должны были сидеть в тюрьмах, оказались там, в этой школе и так далее и тому подобное. Кавказ. За 2 с лишним часа идет эфир. Ладно, через 5 минут пойдем. Мне просто интересно с вами. Тогда пойдем сейчас, секунду. Мурат Алиев. Валейкум салам. Брат, ты пишешь тоже. Брат, скажи, пожалуйста, вот мне, как дагестанцу, когда все, когда все это закончится, разговоры, сплетни, друг друга ругаем, проклинаем, мы же мусульмане, скажи, пожалуйста, брат, когда будет конец? Ну, я очень просто желаю этого, чтобы мы, наконец, перестали вестись на всякие разные уловки спецслужб России. Кому это выгодно все? Кому? Чтобы чеченец пошел против дагестанца или ингуша, или там дагестанец против ингуша, против грузин и так далее. Вот такая, чтобы каша была. Это не нам выгодно, не нам, а тем, которые сидят в Кремле. Я об этом много раз говорил, и сейчас я повторяюсь. Моя позиция такова. Моя позиция такова. Все мои соседи, это даже не то, что соседи, они мои братья. Мои братья. Я хочу, чтобы Кавказ был единым. Кавказ был единым. И чтобы мы научили себя избегать вот таких провокационных моментов. Что мы делим сегодня? Что мы делим? Возвращаемся в ту историю, которая там 200 лет тому назад была, или 100 лет тому назад была. Зачем вот это все обсуждать? Без разницы, я это ко всем обращаюсь. Надо думать о сегодняшнем дне, что происходит сегодня, и надо смотреть в будущее, хотя бы строить это будущее. Не для себя, мы туда не попадем, а для потомков, чтобы у них не были те проблемы, которые есть у нас и которые были у наших предков. У нас достаточно много ошибок, которых мы должны исправить, над которыми мы должны все работать. Вот такая позиция должна быть, я считаю. Вот у меня тоже такая позиция. Да, брат. Так. Ну, через 5 минут пойдем. Сейчас. 9 минут подожду и пойдем. Чтобы ровно по часам. Да, Делрис Масана Хуйледис 1974. Тодохин Цардол Верша. Давайте Масера Борбислева Шуйовил. Доброй ночи и до свидания, леди 1974. Мы тоже сейчас пойдем. Кавказ. Мы хотим еще 2,5 часа эфира. Я могу. Но я еще учитываю, что
Вы тоже устаете? Вот именно, Василий Долгтев, на одни и те же грабли веками наступать. Нельзя так. Получается, или мы глупые, или у нас мозгов нету. На ошибках надо учиться. У нас их достаточно. Леди 1974. Я уйду с вами. Ну, чуть потерпи, еще 7 минут осталось. И тогда конкретно пойдем. Да, вот именно Кавказ. Я тоже сейчас хотел это сказать, подчеркнуть, напомнить тоже. Баркал, что напоминаешь. Все, кто тут в этом в эфире предлагал свою помощь для этого канала, для этой работы, то мы должны обязательно поговорить об этом. И я свои контакты здесь оставлю, как со мной связаться. Это очень важно. Очень важно, если мы будем вместе работать. Я и раньше призывал, а сейчас я хочу более конкретно. Давайте помогайте, давайте вместе, давайте делать все, что нужно для нашего народа и для наших потомков. Зор, мне нравится в тебе одно качество. Ты не вступаешь в споры с ичкерийцами, это правильно. Я не хочу, чтобы вообще кого-то, группу каких-то людей называли там ичкерийцами, да, или давали другое название. Мы должны не вестись на эти термины, на эти ярлыки, которые внедрила среди нашего общества российское руководство и их спецслужбы. Нельзя так. Мы все мусульмане, мы чеченцы. Александр Болотов, насчет помощи, у нас 5 минут осталось. Ну, я не знаю ваши способности, например. Тут один предлагал над дизайном канала поработать, другой там текстовый формат, другой там веб-дизайн. Все нужно, все. Бергман, да, вот именно. Анзор, понимаем, нельзя, но это делают все, чтобы рассорить нас. Вот именно. Вот я сейчас нахожусь на чужбине, да, но если я увижу там, к примеру, грузина или ингуша, дагестанца, без разницы, который нуждается в помощи, я помогу ему. Даже без разницы, будь он европеец, также помогу. Вот. Мы не должны отдаляться друг от друга. Еще 3 минуты осталось. И пойдем. КМС, Вольник, что за помощь?
чтобы как это более правильно сказать, мне сейчас просто неудобно даже сейчас это говорить, когда я затрагиваю вопрос о помощи, да, кто как может. Если ты знаешь там обработать звук, да, или там график и так далее, без разницы. Я сейчас перечислять все не могу, я не знаю, что ты можешь сделать, например. Вот. Но мы должны побороть еще тот страх, в котором мы живем сегодня. Да, многие не хотят из-за своих родственников что-то делать. Я не знаю, а долго ли так мы должны продолжать? Еще 2 минуты. Бергман, я в комментариях напишу насчет контактов. Модерабая. Камел Лиду, да. Citizen of Ичкерия, ты пишешь, вывод войск, я помню, это во время Первой войны было дома, там митинги в центре Грозного, в селах. Не вывод войск кричали, а вынос войск кричали тогда уже. Вот. Так, свободный Кавказ, алейкум салам. За нашу занимается выражением. Еще 1 минута и пойдем. Алейкум салам. Руслан Чеченский. Алейкум салам, Анзора. Я задал вопрос на сайте. Руслан Чеченский. Хорошо, Дигду. Я посмотрю, да, иншаллах. Так, ну все, пошли. Я выжил свое время. Основное я сказал. Здесь мы в комментариях свяжемся. И еще сегодня я говорил об интересном факте, о котором не говорил раньше. Я сделаю об этом отдельное видео, расскажу, что и как это было, где, как хотели подставить наше чеченское руководство и нас, чеченцев. Я про российские спецслужбы. Я желаю всем мира, чтобы у всех было все хорошо. Пусть Всевышний помилует всех тех, которые ушли, которые пострадали в результате этих войн. Иншаллах, не будет твое. Чечен Таймс, валикум салам. Поговорим. Аллах рейсхуль масана. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо. Доброй ночи. Аминь.